Чеченские свадьбы всегда славились своей необычайностью и приверженностью исконно ванасским традициям. А образ невесты во все времена считался олицетворением красоты, чистоты и скромности. И дань моде не должна идти вразрез с обычаями и религиозными принципами народа, призывает руководство республики. Это касается и внешнего вида невесты. Никаких фривольностей. Голова покрыта, руки закрыты, отсутствие глубоких вырезов. Так всегда было, и отходить от традиций простых моральных норм отныне станет невозможным. По поручению главы республики Департамент культуры мэрии Грозного выдвинул официальные требования к проведению свадеб. За их исполнением следят представители все того же ведомства. По словам администратора ресторана, особых проблем знакомы с новыми правилами у них не возникает. Хозяева праздника и сами охотно идут навстречу. Старший представитель из хозяев свадьбы, он бывает встает, принимает в этом активное участие, предупреждает своих гостей о том, что есть порядки, о том, что нужно провести достойную свадьбу. Мало кто подвергает сомнению то, что самобытную культуру чеченцев необходимо сохранить в неизменном виде. Тем более, что наши обычаи несут в себе главным образом почитание старших, уважение женщин и знание о важной роли мужчины. Спасибо главе нашей республики, который беспокоится о будущем нашей нации. У нас очень прекрасные традиции. И то, что вот сейчас вот это вот новое разрезание торта или там вот с Европы то, что мы понабрали, я считаю, это излишнее. Серьезную обеспокоенность по поводу того, что чеченские свадьбы начали приобретать европейский окрас, выражает и министр культуры. Стало практиковаться заимствование некоторых обрядов у представителей других культур. В частности, это танец невесты, одновременный выход в танцевальный круг нескольких пар, оставляет желать лучшего и внешний вид гостей. Многие юноши и девушки одеваются неподобающей своей религиозной и национальной принадлежности. С тем, что многие торжества по случаю свадеб перешли в банкетные залы, контроль со стороны старейшин значительно ослаб, говорит Хушбау Дидаев. Если такое будет продолжаться, если мы не будем вот это сейчас, на данном этапе хотя бы контролировать и возвращать то нормальное русло, от которого мы большей части, можно сказать, отошли, вот, через 5 лет, через 10 лет, как говорит глава республики, это будет катастрофический эффект, это будет уже потерянные обычаи, традиции. Департаментом мэрии столицы составлен свод правил. Отныне организаторам торжеств необходимо будет его придерживаться. Строго запрещается появляться в нетрезвом виде, танцевать с двумя и более партнершами, вносить новшества в танец, девушкам совершать более 3 кругов, сокращать дистанцию менее чем на расстояние вытянутой руки. Обряд с разрезанием свадебного торта также признан чуждым для нашего народа. Допустим, сегодня, когда наши девушки кидают букетик, но нет у нас этого в традиции, не должно у нас такого быть. Это суеверие. Это какая-то вот обычная примета и какая-то традиция, да, у иных национальностей. Но, пожалуйста, они же это сохранили в себе, они несут испокон веков вот эту традицию, они кидают букетик. Но они же не перенимают наши обычаи, и мы не навязываем наши обычаи. Помимо контроля банкетных залов, специально созданная группа через местную администрацию и имамов все будет доводить свод правил, необходимых соблюдать до семьи, где намечено торжество. По словам главного балетмейстера ансамбля «Войнах», все чаще в танцах наблюдается импровизация, граничащая со вседозволенностью. И без принятия срочных мер для последующего поколения это грозит стать нормой. А компрометирующие видеоролики под громкими названиями грозят пошатнуть честь всей нации. Супер четкая чеченская лезгинка. Это даже войн. Тейп войс до шумадо зучулило что куда аж окулило что куда аж. Нинсер хумца учан. Еш омна дела аж ногчи будет еш даже нормально да. Нинсер поёкор я там чукоясна угорметтес кеметтес хугойтес аж вы ногчи цеяк что. Инсер мируца, он диавер, мирухин, видите, он да иштик, видите, он эчи, угр, вы ночи, дезду, чуман, такой да ну, видите, халарбо. Помимо посещения свадебных торжеств, Департамент культуры контролирует и салоны, где продаются платья для невест на соответствие представленных моделей чеченскому менталитету. Однако владельцы магазинов отмечают, что наши девушки предпочтение стали отдавать исключительно закрытым платьям. В поисках скромного и изящного подвенечного наряда приезжают даже невесты из соседних регионов. Из Черкесска приезжают тоже, из Махачкалы приезжают. У них более открытые платья бывают, они у нас просят, у вас красивые платья, более закрытые. Наряду с национальным большим спросом пользуются европейские платья, которые теперь умело адаптируют под требования местного менталитета.
Свадьба является, пожалуй, одним из самых ярких событий в жизни каждой девушки. Выбору платья она уделяет особое внимание. Каждый в этот день хочется быть невероятно красивой и неповторимой. Главное, при подборе образа невесты учесть, чтобы родные гордились, родственники мужа восхищались, а перед стариками не стыдно было показаться. С порядком проведения традиционного лозера знакомят не только в республике. Представительство главы Чечни в других регионах России регулярно устраивают синкьером для выходцев из нашей республики, где молодые люди учатся вести себя на подобных мероприятиях в соответствии с требованиями байнавского этикета. يغلق عدد بعض دين حتى داخل ما يقدر يبوخ يحبوش لما ده يغلق غلق يحبوش لما لا تشوف شدقي محتوى دقيت بوز مثلا رمضان أعمد عجيبان يتسم مشان دعلو سو عيد لعبله ميلو أزليه لو تدرس سنيت كاجا ويدانا هو زامنا وده يبوخ ويصير رباح حوسينش وإذا نشكع دونش دق وإذا نشكع دودر في الأول أقريج أو دوزا القولش دنيا أعنيس سنسيش دقيج أنا شكنا دوي ده دوي مفتي الدود نيا كيرتي وش خلش شون شاميتش بتشوف واشتغل يا وجهودي خمسة وش ده تعرف هم مكش خلش عشان شوي ده دق ممكن وين ده يدايوي إيش ينوش اللي لا يدان يوم محبوج يوم خان اللي أرا يأخي يوم إنسان خل صوت عم محبوج خل دايسان شوش دي نعم محبوج أو شو يجوش كام وان تبوا مش دان محبوج ويدان يودعنا ديكم دات دان يوم إن هو الناس يوم يديش نو دو ما تشون سونم دو دايسان تاكير تعدان زود يديش نو. Издревле в чеченском обществе каждый знал обязательства, которые на него возлагаются, и место, которое отводится. Самое почетное во все времена принадлежало старейшинам. И только после первого танца самого старшего из присутствующих начинался лозер, который при соблюдении всех особенностей, связанных в единый механизм, давал необыкновенную зрелищность, веселое настроение и ощущение праздника для всех присутствующих. Марьям Керимова, Магомед Сулейманов, Ислам Цамаев. Новости 7.